Здравствуйте. Вечерний эфир на ТНВ продолжает программа «Вызов 112». В студии Матвей Опросин о самых резонансных происшествиях дня в ближайшие 10 минут. И сегодня мы расскажем, как в аварии на заснеженной трассе погиб водитель «Газели». А в Казани в разгар дня под колесами иномарки оказалась школьница. Влево вот так вот выворачиваю, и она врезается мне в бок машины. Покажем, как КАМАЗ тронулся с обочины и отправил водителя «Шкоды» на больничную койку. Да, выезжал, никого не было. Также в этом выпуске угон иномарки чисто из любопытства. Задержанный признался, что проходил мимо автомашины и увидел оставленные ключи в замке зажигания. И 15 спасенных из пожара. Все это прямо сейчас. Начнем с трагедии в Алькеевском районе. Здесь выезд на встречную полосу стал последним для водителя автомобиля «Газель». Предварительно он решил выйти на обгон и столкнулся с грузовиком. По фотографиям с места ДТП видно, что в районе шел снег, на дороге была снежная каша. Мужчина скончался на месте еще до приезда медиков. Обстоятельства трагедии выясняют автоинспекторы. В республике с начала года в дорожно-транспортных происшествиях погибли 302 человека. Сегодня водитель БМВ сбил школьницу в Казани. Девочка переходила улицу Восстания на перекрестке с Исаева. Она бежала по зебре, но на красный сигнал светофора. Это ДТП схоже с той аварией, которая произошла на Чуйкова 10 дней назад. Тогда мальчик тоже выбежал на красный. К чему привел сегодняшний наезд, продолжит Сирина Васильева. Со слов очевидцев аварии, девочка учится в 5 классе 102-й гимназии Казани. Она как раз шла в школу. Дойти до нее оставалось буквально 400 метров. Но, видимо, школьница настолько боялась опоздать на уроки, что решила перейти дорогу на запрещающий сигнал светофора. Все случилось на пересечении улиц Восстания и Исаева. Когда девочка перебегала дорогу, на красный свет ее сбил БМВ. От удара школьница отлетела на несколько метров. Машина получила повреждения. Влево вот так вот выворачиваю, и она врезается мне в бок машины, получается, в зеркало. За рулем иномарки был 29-летний житель Казани. Спешил на работу. Говорит, ехал по всем правилам со скоростью 30 км в час при разрешенных 40. Увидев девочку, начал тормозить и выворачивать руль. Я на реакции. Вот я не знаю, как у меня просто какой-то инстинкт сработал. Я резко даю влево максимально, то есть вот, чтобы избежать. А она бежит прям со всех ног на большей скорости. Если бы она остановилась, вот прям встала, я бы ее объехал. Водитель БМВ за рулем 11 лет. Говорит, это первое ДТП. До этого штрафы были лишь за мелкие нарушения. Благо, что девочка как бы в сознании была, жива. У меня состояние шока вообще. Я сразу останавливаюсь, выбегаю из машины, подбегаю. Ладно, там девушка была какая-то, врач. Я говорю, может воды, может чего. А она говорит, не надо, ничего не надо, я врач. Сразу вызвали 112. На место аварии экстренно прибыли медики. Они оказали помощь на месте и госпитализировали пострадавшую в ДРКБ. Предварительно у девочки черепно-мозговая травма. Сирина Васильева, Игорь Романов, «Вызов 112». 51-летний мужчина погиб в пожаре в Елабуге. В сгоревшей квартире после него остался только силуэт. Установлено, что загорелся кухонный гарнитур в квартире пятиэтажки. Огонь полыхал всего на 8 квадратных метрах. Прибывшие огнеборцы быстро потушили пламя. Хозяин квартиры погиб во сне. Как сообщили сотрудники МЧС, он надышался продуктами горения. Всего 5 смертельных вдохов стали для него роковыми. Предварительно пожар начался из-за неисправного шуруповерта. Ну а в селе Малая Бугульма 50-летняя женщина отделалась ожогом руки. Здесь, в Заречном переулке, загорелся бревенчатый дом. К моменту приезда пожарных огнем было объято все строение. Площадь пожара 80 квадратных метров. Предварительно возгорание началось из-за неправильного монтажа электрооборудования. 15 человек спасли пожарные из горящей пятиэтажки в Казани. Загорелась квартира на 3-м этаже дома на улице Октябрьская. Едкий дым отрезал жильцов от путей эвакуации. 3 жильцов спустили с 3-го этажа по 3-коленной лестнице. Еще 3, среди них 2 детей, эвакуировали по автолестнице с 5-го этажа. Остальных вывели, надев на них дыхательные маски. Водитель легковушки пострадал при столкновении с КАМАЗом. Авария произошла на 784-м километре трассы М7. Это недалеко от поселка Залесный под Казанью. Как сообщили очевидцы, водитель грузовика начал перестроение с обочины. Ему показалось, что полоса, на которую он выезжает, пустая. Однако по ней в это время ехала «Шкода». В результате иномарка въехала в грузовик.
увезли его в больницу. Сразу после столкновения иномарки и большегруза на место аварии вызвали сотрудников экстренных служб. Очевидцы рассказали, они остановились и помогли выйти пострадавшему водителю легковушки. С травмой живота, многочисленными ушибами рук и ног медики доставили его в 7-ю городскую больницу. Водитель грузовика остался для оформления ДТП. Он рассказал нашей съемочной группе, как произошла авария. Да, я выезжал, никого не было. Я же, наверное, в зеркала смотрю. Ну, вроде сзади ехал, он быстро здесь заехал под прицеп. С его слов, он начал перестроение с обочины. Ему показалась полоса свободная. Однако в этот момент он услышал громкий звук. Сзади его протаранила иномарка. Выйдя из кабины грузовика, он увидел, что посередине проезжей части стоит разбитая «Шкода». Из нее валит дым, водитель внутри тяжело дышит. Удар был такой силы, что у легковушки сработали подушки безопасности. Разбитые автомобили создали на этом участке многокилометровый затор. Пробка тянулась по М7 от Щурячьего переулка до поворота на улицу Залесная. Автоинспекторам предстоит установить степень вины участников ДТП, превышала ли иномарка допустимую скорость и другие факторы. Похожее столкновение фуры с легковушкой недалеко от этого участка уже было на прошлой неделе. На развязке с трассы М7 3 декабря в аварии пострадала супружеская пара. Там легковушку занесло, она ударилась об отбойник, а затем оказалась под колесами многотонника. Он ударился в отбойник. Его развернуло, то есть выкинуло на мою полосу, я в него уже врезался. После удара ВАЗ превратился в груду искореженного металла. Сильно помялась крыша. Столкнувшиеся автомобили и тогда создали на трассе затор. Людям несколько часов пришлось стоять в пробке. Нафиса Минязова, Анвар Шарифуллин, вызов 112. Желание перебежать дорогу в неположенном месте закончилось плачевно для 66-летнего жителя Казани. На Сибирском тракте в темное время суток и в темной одежде он шел по оживленной проезжей части. Одна машина, которая ехала перед грузовиком, заметила его и притормозила. А вот водитель грузовика увидел пешехода только перед кабиной. Среагировать уже не успел. Автоинспекторы установили, что многотонник ехал с превышением скорости. В результате пенсионера доставили в больницу, его экстренно прооперировали. Сейчас он в реанимации. В Казани у 36-летнего курьера угнали автомобиль. Мужчина написал заявление в полицию и сообщил, что припарковал «Шевроле Лачетти» у магазина на улице Копылова. Ключи оставил в замке зажигания и пошел забирать заказ. Выйдя на улицу, увидел, что машины и след простыл. Около 10 часов вечера похожую по приметам иномарку заметили сотрудники Росгвардии на въезде в Пестрецы. За рулем оказался 55-летний казанец. Он признался, увидел ключи, и у него промелькнула мысль угнать легковушку. Он утверждал, что просто хотел покататься. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В Казани и пригороде был введен план «Перехват». Около 22 часов при въезде в село Пестрецы сотрудники Росгвардии обнаружили автомобиль той же марки и номера. Росгвардейцы остановили транспорт и задержали гражданина, управляющего автомобилем. Документов на транспортное средство у подозреваемого при себе не оказалось. Нарушитель 1968 года рождения был передан представителям ГАИ и уголовного розыска. Он не имел права садиться за руль, но, рискнув, подверг жизнь своей беременной жены опасности. Автоинспекторы установили, что 24-летний водитель «Лады Калина» ехал по 3-й транспортной дамбе со стороны Сибирского тракта. На высокой скорости он не справился с управлением, вылетел с проезжей части и остановился только после того, как протаранил мачту городского освещения. Передняя часть автомобиля буквально обняла столб. В результате парень отделался ушибами, а вот его 30-летняя супруга сломала ногу. За то, что водитель ездил без прав, машину отправили на спецстоянку. Сейчас в деталях происшествия разбираются стражи дорожного порядка. И это все, о чем сегодня мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях можете сообщать нам по телефону 570 50 50. В студии был Матвей Опросин. До встречи. Не бросайте вызов судьбе, вдруг она его примет.